празднуем десятилетие такого рода кампаний. И, конечно же, Таджикистан, наряду с другими странами, активно принимает участие в этом мероприятии, причем активно принимает участие на протяжении всех лет объявления этой важной недели иммунизации. Хотелось бы отметить, что иммунизация спасла больше жизней, чем любое другое вмешательство в области общественного здравоохранения. Это мы должны знать. Хотелось бы отметить, что, как известно, не все проблемы, связанные с иммунизацией, решены, об этом мы все знаем. Но, тем не менее, регион поставил перед собой очень такую амбициозную цель в рамках регионального плана по вакцинам, который рассчитан на 2015-2020 год. Европейский регион, к которому относится Таджикистан, поставил себе цель стать регионом, свободным от вакциноуправляемых инфекций. Но что мы видим на глобальном уровне и на региональном уровне? Можем сказать, что все-таки в региональном контексте мы видим периодически определенные вспышки вакциноуправляемых инфекций. Вот я хочу озвучить только несколько цифр, так как целью не является озвучение цифр сегодня. Если на глобальном уровне смертность от кори благодаря иммунизациям снизилась на 75% за последние 13 лет, вот если взять только последний год, 2014 год, в нашем регионе, в европейском регионе, было зарегистрировано более 30 тысяч случаев кори. И это где-то на 300 плюс процентов больше, чем в 2007 году. То есть можно сказать, что в 2007 году ситуация эпидемиологическая по кори, которая является вакциноуправляемой инфекцией, была лучше, чем в 2014 году. Почему это происходит? Происходит в силу нескольких причин, и это не только знание населения и запрос этих услуг семьями, но это, конечно же, и способности системы здравоохранения, это и способности программ иммунизации. Это где-то есть определенная чрезмерная уверенность где-то, это и отсутствие где-то доверия к определенным цепочкам в рамках системы здравоохранения. Я от имени главы Детского фонда ООН и ЮНИСЕФ и от имени регионального директора отделения ЮНИСЕФ Мария Пьер Пуаре прошу вас заслушать ее обращение в рамках данного мероприятия. За последние десятилетия страна региона добилась стабильного прогресса в обеспечении высокого. В то же время много еще предстоит сделать. Отмечающиеся в настоящее время вспышки кори и сохраняющийся высокий риск вспышки полиомиелита, который угрожает детям в нескольких странах региона, служат ярким доказательством того, что не все пункты повестки дня всеми нами выполнены. А это совершенно недопустимое явление для стран Европы и Центральной Азии в 21 веке. Согласно информации Всемирной организации здравоохранения, в период с 2014 по 2015 год в Кыргызстане, Боснии и Герцеговине, Российской Федерации, Грузии, Италии, Германии, Казахстане зарегистрировано 22 тысячи случаев заражения корью. Я здесь не буду, конечно, повторять то, что было сказано с господином Павелом Урсу, о тех процентах, которые для нас стоят как задачи, чтобы мы могли их ликвидировать по состоянию вспышек кори и полиомиелита. Я хотела бы продолжить ее обращение нашего директора в том, что сегодня мы живем в условиях глобализации, тесной взаимосвязи. Поэтому все نقصونی‌ها آورده رسوندنش ممکن است. مثلا اگر واکسنای پولیومیلیت نگیرن کودکان با بیماری فلج یعنی پولیومیلیت که وای تا یک عمره نقصان پیدا کرده میشن، یعنی یک عمره پارالیچ میشود و همین آورده میرسوند. یا مثلا بیماری‌هایی که گزیندونه که میدونی که از سال‌های پیش وقتی که بعد جنگ‌ها ایمونیزاسیا با واسطه این بیماری گذرانده نشد، فقط
бисёр буд кӯдакон ба оризаҳо дучор мешуданд. Ҳозир аз сабаби оне ки сари вақт ва сатҳи фароғӣ баланд ҳаст, чиқадар шумо аз ваё дидед, бемориҳо ба қайд гирифта намешаванд.